ментальна, ні эмацыянальна. Ніяк. Гэта было вельмі востра, балюча, не занадта хутка. А еще было стыдно. І за тое, што збегла і не даведалася, наколькі сур'ёзная была небяспека. І за тое, што было так балюча і цяжка ад таго, што збегла. З чаго почалася історія? Со звонка с неизвестным номером. Добрый день. Лейтенант Савченко Андрей Викторович, Центральная РОВД города Минска. Я говорю со Златковской Анной Евгеньевной. Прекрасно, Анна Евгеньевна. Я хочу пригласить вас к нам в Центральное РОВД. У нас есть к вам несколько вопросов по поводу вашего возможного участия в несанкционированном мероприятии. Вы не волнуйтесь, Анна Евгеньевна, мы просто побеседуем. Так я должна к вам приехать? Все верно, Анна Евгеньевна. Когда вы сможете это сделать? Вы знаете, я сейчас очень занята, вот, и у меня, никак не получается пока что. Может быть, вы завтра найдете время? Не, завтра никак, А что вы делаете сейчас? Сейчас я нахожусь в театре, вот, на сцене, у меня спектакль. Так, может быть, мы приедем к вам в театр и поговорим с вами? Мы уже выезжаем. Подождите, нет, я не думаю, что это очень хорошая идея. Нет, я так не думаю. Не думаете, да? Нет. Вы не волнуйтесь, вас никто задерживать не будет. Ну ладно, давайте я найду время и сама приду к вам завтра. В 12:00 вас устроит? Я очень постараюсь. Вы постарайтесь, Анна Евгеньевна, потому что если вы не приедете к нам, то мы приедем к вам в театр и поговорим по-другому. Всего хорошего, Анна Евгеньевна. Да. Мы вас будем очень ждать. Да. Мы хотим вас пригласить в РУВД для разговора о вашем возможном участии в несанкционированных мероприятиях. Вы не волнуйтесь, вас никто задерживать не будет. Мы просто побеседуем с вами,
сабралася? Ты ўвогуле бачыла, што робіцца? Ты ў прынцыпе разумееш, Аня, што будзе, калі вас затрымаюць? Хто твайго сына будзе выхоўваць? Мне на выхаванне яго ніхто не дасць з маёй жабрацкай пенсіі. Забяруць яго і ў дзіцячы. Не хадзілі б вы болей. Чуеш? Про дзіця подумай. Что ты за маці такая? Выросла эгоисткой. Я тебе так не выховывала. Без цябе там паходзіць. Нічога не здарыцца. Як заграбуць, дык не будзе каму пра сына клапаціцца. З мяне што? Мне нават ложка няма для Марка, як ты яго да мяне прывозіш. Ты такой будучыні хочаш для сына? Вы ў турме. А ён у дзетдоме? Малайчына, дачушка. В субботу мы собирались устроить вечеринку с друзьями. Но тут позвонила Ира. Сказала, что на меня заводят дело в Следственном комитете. И что нужно бежать. Вот. И я тогда позвала Кирилла и сказала. Кирилл? Чуешь, Кирилл? Ира телефонувала. Сказала, что на мяне заводить справу ў следчым камітэце. Если бруки там нейкі знаёмы, что нам рабіць? Кирилл, мне нешта страшно. Что нам рабіць, Кирилл? Ну, треба ехать. Вось так? Адразу рэзка? Не, ну, мы ж хацелі пачакаць, і завтра марш выходны, і яны не прыедуць. Я ж не Маша Колесникова, Кирилл. Немножко мне страшно. Аня. А что нам рабіць? Аня, ну як у кіно. Да-да, как в плохом кино. Давайте зробимо, як у древнім кіно. Кирилл. Чуєш, Кирилл? Кирилл. Кирилл. Чуєш? Іра телефонувала. Сказала, що на мене заводять справу у слідчому комітеті. У її сяброўкі там нейкі знаёмы. Что нам рабіць? Кирилл, мне страшно. Что нам рабіць? Треба телефонувати Наталі. Яна зробить литовські візи. І ви зможете вже завтра з'їхати. А ты? Я не могу. У нас 2 коти. Коты! І моя праця. Послухай, я у небезпеці, а ти в небезпеці. Треба зробити, каб і ти була в небезпеці. Ну, почакай, Кирилл. Яны ж могуць не прыехаць вось так адразу. Ты не ведаеш, калі яны прыйдуць. І нам ризикувати. Послухай. Треба. Все, телефонуємо Наталі. Пересидиш пару тижнів, а там розберемося, головне, каб ти була у безпеці. Трэба напісаць дзяўчатам,
што вечарына адмяняецца. Нешта мяне ўсю трасе, што рабіць? Трэба тэлефанаваць Наталлі. Нешта мне дрэнна. Кірыл, ідзі. Ідзі, купі мне ўсё-ткі шампанскага. Мне трэба неяк супакоіцца. Куплю. Мне таксама страшна. Але зараз усё відавочна, усё. Я иду к краму за шампанским. Кірыл, ідзі. Трымайся, малыш. І переходимо у вечеринку. Була вечеринка? Так а что, вечерина отбылась? На мое сообщение, что вечеринка отменяется, Света написала «Еду». Приезжает, обнимает меня. Я рассказываю ей о повестке, о предупреждении Иры. Я очень нервничаю, курю. А вот Света старается быть собранной и деловитой. Аня, блядь! Подруга уговаривает меня уехать, потому что я еще сопротивляюсь вот так бежать сразу на следующий день. И она все время говорит одну и ту же фразу: «Нет, Аня, нет». Ой, блядь. Я сдаюсь, почти сдаюсь. Ну, что там брать на пару недель, правда? Мы открываем шкаф и собираем вещи. Аня, блядь. Платье возьму, я же должна быть красивой. Так, А поеду трусы, в байке и в джинсах. шкарпетки. Ну, байка, посмотри, белая, и капельки крови, как раз про наше. Так, ноговицы малому, пижама, теплый обуток. Я возьму книгу Адоевцева, я ее как раз читаю. Ты трусы малому взяла? Слушай, ну она пишет про свою жизнь в Париже, бежала оттуда, Блядь. бежала туда, как раз от репрессий. Ну, все так совпадает. Ну что, писательница к временной миграции готова? Ты трусы малому взяла? Света, я не поеду. Но как я там без Кирилла, без денег, мы все в ремонт ванной вбухали. Я не поеду. Добра, Аня, добра. Ну то заставайся. Мы тебе будем перадачи перадавать. Альбо будем у соседних камерах сядеть и перестукиваться будем. Не, ну так. Давайте спокойно, без паники. Все, мы едем завтра. Угу. Правду ты мне так и не сказала. Ага. Ну, конечно, я ведала, что ты не вернешься так хутка. Але калі б я тебе сказала, ты б засталася. Яны б тебе забрали. Ну, яшчэ праз год пачалася вайна ва ўкраіне. Гэта моя краіна, краіна маіх дзяцей. Я не могла маўчаць. Ну, я там пачала пісаць усялякае там на Фейсбуку. Ну, а потым, калі прыйшла, блядь, разнарадка, я зразумела, што трэба валіць. Мы за 3 гадзіны сабраліся з дзецьмі і паехалі з Беларусі. Ці паспелі вы развітацца? З кім, з чым? Міша? Хутка. Алена? Ну, я неяк дрэнна памятаю, што тады было. Ты ўнізе ўжо быў, а мы нешта забыліся, падняліся наверх. Фота рабілі з мамай, гэта я памятаю.
Ну, дети. Ну, дети так. Дети развитались. Дети развитались. А у тебя, Ань? Мой дом. Как же мне с тобой попрощаться? С тобой столько всего связано. Все еще удивлялись, как я тут живу. Такой шум за окном. А я привыкла, я полюбила этот шум автомобилей. В детстве я приезжала сюда к бабушке с дедушкой. Стоило переступить порог, дедушка крутил мне сливку, крепко схватившись пальцами за нос. И я бежала, от боли и от радости. Мы играли в шашки. А вечерами, засыпая, я смотрела на потолок, отмечая, как пляшут огоньки от проезжающих автомобилей. Позже эта квартира стала моей. Я старательно хранила в памяти все то, что касалось их. Потому что мои приезды к ним всегда были очень теплыми и вкусными. Бабушка меня хорошо кормила. Мы с мамой перебивались картошкой, макаронами. Время наших нищих 90-х, 80-х. А у бабушки яичница с горошком, 3 сосиски, белый мягкий хлеб. А в буфете, в хрустальной пиале, разноцветное дрожжи. Я больше всего любила черные шарики, шоколадные. Мы приехали на границу. И дальше все было немного, как в шпионском кино. Вы почему без виз в Литву едете? Так атрымалася. Едем, вязем дзіцёнка Лизы на литовской мяжи. Где вы работаете? На будаўнічай фірме. Узялі адпачынак, мы хутка туды і назад. Вот у вас в документах написано, что вы едете в гостиницу, а не в медицинский центр. Как так получилось? Дамовились сами с доктором. Приватно, разумеете? Так а что, в Беларуси нет докторов? Ёсць доктары. Дамовились с добрым доктором з Вильни. Я вот тут вижу, у вас дата вчерашняя стоит. Помылка. У спешцы. Помылка. Слухайте. Ну, поглядзіце на руки дзіцяці. У яго трэшчыны да крыві. У Менску да нармальнага спецыяліста не патрапіць. Вось, знайшлі спецыяліста ў Вільні. Што тут такога? Маркуша, покажи дядю руки. Марк тогда положил руки на стекло. Пограничник наклонился, посмотрел и увидел, что у него действительно трещины на руках. Он на секунду задумался, а потом сказал: Слухайте, давайте так. Я зараз отключаю відеорегістратор і без протоколу. Скажите шчыра, вы ў пратэстах удзельнічалі? Таму без віз у Літву едете? Слухайте. Давайте так. Миша, сыграй нормально. Слухайте. Давайте так.
лячыць дзіцёнка. Регистратор. Візы на літоўскай мяжы. А вы мне скажете усё Ну вось так атрымалася. шчыра. Нас пропустили. Уже на литовской границе мы провели 5 часов, ожидая, пока сделают гуманитарные визы. Наконец, документы были готовы. Нужно было прощаться. Ну, что? Не ведаю, Трабанек. Нам же треба ехать. Ну, да, давайте зараз будете долго развитываться и будет зноў дрэннае кино. Да? Давайте так просто. Один одному. Вы скажете слово «бывает». Так, знаете, Какое в кино слово? бывает так, что вот сустрэліся, долго развитываются герои, а после уже не сустрэнуцца ніколі. Просто один одному бывает. Бывай. Бывай. Вот только ты бережи себе, добре? І ти так само. Тогда Марк бросился к Кириллу и прокричал: «Папочка, надеюсь, тебя не задержит ОМОН». И вы приехали в Вильню. Аня, что ты памятаешь про этот город? Помню, как проснулась в отеле, но я забыла, что я не дома. И было очень страшно открывать глаза. Помню, как я звонила друзьям и задавала один и тот же вопрос. Ну, пожалуйста, скажите мне, что я правильно сделала, что уехала, или нет? И друзья говорили: «Ань, ты все сделала правильно. Нам теперь спокойнее. Ты в безопасности». Ну, только одна сказала: «Ну тебя-то за что задерживать?» Я ее, если честно, так и не простила. Я встречала разных людей с разными историями. Ой, кому-то было очень больно, а кому-то было уже привычно вот так снова переезжать. С кем-то мы держали дистанцию, с кем-то мы сближались, как, например, с Марго. Я помню, как зимой мы катались с горки в картонных коробках, потому что санки все в магазине раскупили. Это Вильнюс. Если кто-то будет снимать про нас кино, этот момент обязан там быть. Потому что в нем нет ни тревог, ни печали, ни слез, ни пафоса. Просто трое белорусов катаются с горки в картонных коробках. А у них там гости. Пьют вино или водку. Кто знает, у меня такой район могут. Но им весело. На столе, наверное, закуски. Все уже раскраснелись от алкоголя. Но легкие и расслабленные. Я тоже могу представить себя в этой квартире. Будто я гостья или хозяйка вечера. И нет никаких протестов, задержаний, избиений, автозаков под окнами. Такая обыкновенная жизнь. Они
Я уже забыла, каково быть такой безмятежной, будто я дома. У чувства, которое возникает на маяке теплого прошлого, ведь нет определения, потому что намешано очень много разных эмоций. Нежности, тоски, грусти, радости, снова грусти. Но все равно это что-то такое, куда хочется вернуться и прожить заново. Или заглянуть в будущее с этим знанием, что вот, пойманное за хвост счастье. Смешно. Я теперь знаю, как оно называется. You're my home, you're my soul. И никак иначе. You're my soul. У кожнага з нас свая гісторыя. Вакол яе гісторыі нашых блізкіх і сяброў, а вакол іх шматлікія, часам нашмат больш драматычныя і трагічныя гісторыі іншых людзей. Мы носім гэтыя гісторыі у сваім сэрцы, у сваёй душы. Яны разлятаюцца, раз'язджаюцца па сусвету, як фракталы. Мяняюць нас, мяняюць сусвет. Але ў нашым сэрцы. You are my heart, you are my soul. Постоянно работал, закрывал, я потом носил, снова открывал. И только уже, да, где-то после 3 все было загружено. Удалось мне все вместить, но настолько плотно, что даже зеркало правое, боковое, не было почти видно. И все, я поехал к вам, еду, и гаишник передо мной. А когда же воскресенье, опять же, они патрулировали. У меня нету техосмотра. Страховка, я за ним как-то еду. Я что-то сказал, вот когда мы уже вернемся в ту же квартиру в Минск, мне сказали, что мы уже туда не вернемся, я сильно плакала, потому что вначале мне показалось, что сказали, да, мы типа поедем на 6 месяцев и вернемся в ту же квартиру. Оказалось, нет. Хотя, может, мы и вернемся. Я не знаю, пока что люди, я не знаю, заселились туда какие-то или нет. Вот. И случилась такая штука, то что началась война, мы там почти все свои, ну как, половину где-то своих игрушек там оставили. Надеемся, когда закончится война, мы их заберем, приедем в Беларусь. Я вот мечтаю. Ой, Господи, так жарилася, что больше, чем год назад семья нашего сына вымушена была съехать з родної хати. Але і так треба було. Було тяжко, сумно. Але ми благословили наших дітей на цю поїздку. Збиралися як на хутко, поїхали сьогодні на Бережні, раніцею. Ми з чоловіком були на вокзалі десь години 4 комендантської години. Це було дуже важке рішення, яке я прийняла, їхати до Німеччини. Особливо тому, що цей шлях я Ньюман, реку. Просто попросил сябру Копьон, довез меня ближе до мяжи. Вышел за плечником, зашел в лес.
прогнозуемая яўка на мерапрыемства гарантавана. Прадстаўнікі праваахоўнага, медыцынскага і ратавальнага ведомстваў на месцы і забяспечваюць татальны правапарадак на тэрыторыі свята. Городовики? Выписали 3 автобусы с гармошкой, как комфортно поместились лепшие представники вёсок Качанова, Большие Караники, Кишчина Слобода, Караева, Козики, Малые Ярмошки. Едут лепшие трактористы, продавцы и, конечно, кіраўніцтва сельсовета. Адпаведна за апошнім перапісам насельніцтва яны у стане забяспечыць 100% яўку на свята. Что далей? Традыцыйна ў наяўнасці гандлёвая секцыя. Антыгельмінтныя настойкі, барсучыны тлушч, этиловый спирт на разліў, шубы вытворчасці грузіўскага лясгасу, штучная чырвоная ікра, вялікі стэнд з прадукцыяй ОАО «Груфтул Сельмаш», утулкі для камбайнаў ад СК-5 Нева до СК-6-2 «Фолос». А икра чему штучная? Ну, споживец вырашыць, что мы его нейким чином подманваем? Давайте вось без гэта. Зразумела, ценники перапішам. Перед святочным концертом будет проведен конкурс «Уладар сяла». Люди принесут садовину и городнину. Наши специалисты з отдела статистичной стабильности их измеряют и выявляют пераможцу конкурсу. У гэтым годзе плануем пайсці на рекорд. Маецца патиссон с голову быка. Сумесно з отделом идеологии придумали головный приз «Лунный календарь на наступный год». На святочный концерт мы запросили ансамбль «Вечная молодость», шансонье Сироку и нашу заходящую зорку Эльвиру Куприянович. Усе тексты были досланы на узгоднение у области. Але был, так скажем, один неприемный момент. У выніку мониторинга текстов песен была выявлена некоторая альтернативная позиция у нашей узыходящей зорочки. Было рекомендовано выправить ситуацию с декольте и изменить репертуар любовной лирики на бадёрый патриотичный марш. Выправить ситуацию с декольте и изменить репертуар любовной лирики на бадёрый патриотичный марш. Выправить ситуацию с декольте и изменить репертуар любовной лирики на бадёрый патриотичный марш. Ну, проведите працу с бацьками. Калі не будут глядеть за выхаваннем дзіцёнка, поставим на улик як сям'ю социально небяспечным. Становішчы. А дзе кабан? Где кабан, кто-нибудь мне откажет? Пчелкина у нас за это отказывает. Ну Пчелкина, чего ты молчишь? Задача стояла конкретная: знайсці найлепшага кабана ў раёне і прывесці яго ў адпаведныя тэрміны на свята. Я гэту задачу поставила. Вось усё ў адпаведных документах. Ну і дзе кабан? А гэта ўжо трэба пытацца ў Леоніда Аркадьевича, бо свінакомплекс у яго юрысдыкцыі. То бок з дырэктарам свінакомплекса ён добра знаёмы. На дадзены момант кіраўнік Качановскага свінакомплексу находится у працоўным адпачынку. Згодна ўсіх документаў, што зафіксавана ў ўсіх адпаведных документах, все ў межах заканадаўства, і з вашага дазволу, Степан Ильич, вось подпіс. Где кабан? Наколькі я ведаю, выконуючым абавязкі быў прызначаны зоотэхнік Каткавец, але, так сказаць,
Гэта юрысдыкцыя Петра Ігнацьевича, бо ён шчыра працуе са спецыялістамі ў сферы жывёлагадоўлі. Сапраўды, абавязкі выконваў заатэхнік Каткавец. Але ён уже тыдзень на бальнічным, бо падчас суботніка на свінакомплексе схапіў грыжу і цяпер лечыцца ў абласной бальніцы. Пра гэта ёсць адпаведны дакумент за вашым подпісам, Сцяпан Іліч. Наколькі я ведаю, замест заатэхніка Каткаўца мусіў быць Михалыч. Ну, пра гэта павінны былі праінфармаваць Наталью Пятровну па факсе. Па якім факсе? Уже 2 дні не працую. Адпаведная інфармацыя была прадублявана па сетцы інтэрнэт на электронную пошту. Якую пошту? Я уже тыдзень пароль шукаю. Администратор на курсах повышения квалификации в области. И сказал, что по телефоне он не сможет мне допомагчы. Ды вось мой зворот. Отшукать пароль за вашим подписом, Степан Ильич. Иди, кабан! Телефону Свете у прыёмную, можа яна даць рады. Без тебя разберуся. Света, алло, Света, блядь. Что у вас там отбывается? Вы коли кабана доставите? Тут ситуация такая, Степан Ильич. Кабан был, але теперь его нема. Як гэта няма? Катковец пошел на больничный, замест себе поставил Михалыча, а Михалыч пропил ему того кабана. Вы не хвалюйтесь, а мы гроши узыщем за кабана у его зарплаты. Але на дадзены момент ситуация вот такая. Вы у меня вообще под суд пойдете. Гультаи! Придурки! Простую справу вам покинуть нельзя. Кабана просрали, як вы дятей понараджали с таким подыходом. Куды я его пропил? Мясозаготовщик. Кто такие, откуль? Так никто не ведает. Этот Михалыч скотина уже 3 дні лыка не вяжет. На жонку с ножом кидается. Ясно. Ты у меня премию за гэты месяц жалудами отрымаешь, трассы твою мать. Звони Свете, хай другого кабана выписывают. А другого кабана нема. Что значит нема? Вось, пришел запыт от мясокомбината в минулом месяце на бартер по мясной продукции для последующей ее термичной працовки и реализации в выгляде полуфабрикатов и сосично-колбасных виробов. У них там план горел, а у нас было провисание по показчиках. Но мы все великое поголовье реализовали, выкинули только под свинку. И вот есть отповедный документ за вашим подписом, Степан Ильич. У нас что, у районе неводной свиньи не засталось? На дадзены момент. Степан Ильич, на дадзены момент специалист райвонкомкама занимается перспективным планованием и готовит справоздачу по поспеховой реализации мясной продукции. Это беда перспективу. Я вам, мужчины, такую перспективу покажу. Мы як стабильность региона подтрымливать будем. Что вы людям покажете? Вы что думаете, яны кожный день у вас мясо жрут, яны, может, целый год для какое свято працавали? Значит так, трымать усё ў строгай закрытности. Раз 20 хвилин у моим кабинете с конкретным планом, где брать кабана.
свята кабана. Калі рэгіён можа прадэманстраваць насельніцтву вынікі працы па асноўных паказчыках. На малоту збожжа, ассортыменту бульбяной прадукцыі, а таксама апошнім дасягненнем у жывёлагадоўчай сферы. Вынікі гадавога перыяду будуць прадстаўлены на свяце ў выглядзе выставы прадукцыі рэгіянальных прадпрыемстваў, а таксама стэндаў з актуальнай статыстычнай інфармацыяй пра асноўныя паказчыкі Груздзеўскага раёна, апублікаваныя ў зборніках Міністэрства генерацыі лічбаў дзяржаўнай значнасці. Акрамя таго, традыцыйна на свяце будзе ўрачыста пазбаўлены жыцця лепшы кабан рэгіёну. А пасля рэалізаваны па частках у адпаведнасці з санітарнымі нормамі і рэкамендаванымі Міністэрствам жывёлагадоўчага багацця аб'ёмамі на душу насельніцтва. Амаль усе жыхары раёна так ці інакш удзельнічаюць у урачыстым мерапрыемстве і становяцца маленькім, але важным кірпічыкам у будаўніцтве нашай светлай будучыні. Карэспандэнт «Голаса Груздзеўшчыны» зафіксаваў у сваім матэрыяле эмоцыі, з якімі простыя груздзеўчане трапілі на свята. Невероятные эмоции. Увесь год працавали, нарешті працавали над этой грандиозной мероприятием. Такими новыми палатами, столами, але это дорого. И все себе можем позволить купить, але настрой цудовный. Поглядите только наоколо счастливых людей, як виднее родная Груздзеўшчына. Я не дякую кіраўніцтву за гэта, якое просто тотальную занятость знайшло сабе сілы, каб арганізаваць для нас, простых груздзеўчан, гэтае цудоўнае свята. Спіна балела. Купіў на гэтым цудоўным мерапрыемстве барсучыны тлушч. Як рукой зняло. А яшчэ ў падарунак далі антыгельмітную настойку. Цудоўнае свята! Дзякуй кіраўніцтву за гэтае свята і за наша сапраўднае стабільнае жыццё. Сёння мы прыйшлі, каб паслухаць бацькоў рэгіёну, паглыбіцца ў чароўную атмасферу свята і з'есці святочнага кабана. І няхай пра яго ходзяць розныя чуткі, я ў іх не веру, бо кіраўніцтва ніколі не дазволіць сапраўднаму груздзёўцы застацца без кабана пасярод такога важнага мерапрыемства. Хто гэта пусціў у прэсу? Якія яшчэ чуткі? Вы дестабілізаваць хочаце? Степан Ильич, наши специалисты провели оперативный мониторинг и в вынику выявили некоторые, скажем так, неконструктивные настрои сярод насельніцтва региону. По выниках, якія мы можем давать у открытые статистичные крыніцы, узровень доверу до кіраўніцтва региону досягает 108,9%, что прыкладна з'яўляецца нормой по показчиках, опубликованных у рекомендованных складниках Министерства статистичной стабильности. Але есть и неофициальные лічбы для внутреннего карыстання. И тут мы находимся на критичной адзнацы у 99,9%. То бок не адпавядаем закладзеным у пяцігодцы лічбам.
что, доскакались? Чакайте теперь инспекцию. Кожную цаглинку на летище по справоздачах проверьте. Кожную личбу на паперках. Я вот зараз не жартую. Чолкина, якая у тебя запозиченість по коммуналцу службовой квартиры, а? А ты чого смеешься? Саморазумный? Может, тебе нагадать, як ти в минулому годі з весілля сина п'яний за стурном вертався? І чим що це скончилось? Як потім тебе в області одмазанника подсудний пойшов, смеяться ён! Ті з тобой, Петровна, узгадаем, куды целый поверх в новом доме на микрорайоне жни. Я открою тебе коттедж на летище з'явився, а? Степан Ильич, давайте кабана на курицу поменяем. У нас ты бройлера, но что кони. Вы что? Вы не разумеете, что вы наробили? Мы 29 год свято ладим, и завжди был кабан! Про якую стабильность региона може ісці гаворка, коли мы нават кабана просрали? Який може бути діалог улады с простым человеком? Что на правоохоўным баку? Наколькі ситуация критичная? Ситуация складаная, але контролируемая. У цэлым настрой грамадзян выклікаюць некаторую занепакоенасць, але мы готовы дзейнічаць у адпаведнасці з самымі новымі методыкамі для ейнай стабілізацыі. Даследаванні ў сферы дзяржаўнай бяспекі дэманструюць, што ў выніку частковай ці поўнай ліквідацыі 30% грамадзянскай масы скептычна адносяцца да ўлады. Астатнія 70% дэманструюць падвышаную лаяльнасць да кіраўніцтва. Таму ў нас ёсць гатовы распрацаваны план правесці аператыўную працу па нейтралізацыі негатыўна настроеных грамадзян, асабліва востракапытных, часткова ліквідаваць з дапамогай нелетальнай зброі. Добра, выконвайце. А у вас якія прапановы? Степан Ильич, а няхай отец Ануфрий провядзе молебен об урэдзе кабанячага мяса. Ты зусім охранела! Дебилка! Значит так. Даем у прессу информацию, каб супокоить людей и покритиковать усіх критиков діючої влади. Хай будет дерзкая колонна. Параллельно начальник милиции проводит аккуратную спецоперацию, каб отсечь негатив и вернуть насельніцтва региона в стан стабильности. Покуль працуе силовой блок, проведите гэта ваш уладар села, каб оттягнуть увагу насельніцтва и спрацаваць по плане. А кабан, как был, хоть с-под земли мне его достаньте.
свята ўраджаю сапраўдныя экспанаты, якія заўтра уже мусяць быць у музеі сельскагаспадарчай прамысловасці грузінскага райвыканкама. А цяпер галоўная інтрыга. Хто стане сёлетнім пераможцам? Хто стане перадавіком Груздзівшчыны? За галоўны прыз у гэтым годзе змагаліся Агурок Фёдора з мікрарайона, Патиссон Евдокии Леонидовны и Гарбуз Олега Александровича. Геннадия Брониславовича. З дачнага кооператива «Ручаёк». А цяпер самы важны момант. Галоўны прыз сёлета атрымлівае Фёдор з мікрарайона, які прынёс нам агурок-гігант даўжынёй 2 метры 13 сантиметраў. Запрашаем яго на сцэну. Расскажите, як вы атрымалі такі уражваючы вынік, а? Такі агурок хотел бы иметь кожаный. Ну, конечно, дякую вам. Я, конечно, человек простый. Недзе пашанцавала, недзе папрацаваў. Ну и вот что маем на дадзены момант. Ой, браво! Ну, поделитесь секретом. Тут галоўная удача. Без яе, як гаворыцца, нічога не будзе. Ну, вось мне пашанцавала. Вырос вот такі, што і рукой нават не возьмеш. Браво, віншуем! 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 І наприкінці, може, хочеться нешта сказати нашим селянам? Ну, як кажуть, будьте здоровые и жадаю нам усім, каб мы сегодня все ж таки паспрабавалі кабана. А то я чуў, што яго сёння не будзе. Пройдемте.
Ім'я, прозвище, дата народження. Сам ведаешь. Адрес проживання. Сам проб'єш, коли захочеш. А що ви сьогодні робили на центральній площі Груздєва у період часу з 4 до 6 годин? На свято прийшов кабана поїсти. Чому відкрито критикували керівництво району? Кого? Я нікого не критикував. Чому відкрито критикували керівництво району? Я нікого не критикував. Чому відкрито критикували керівництво району? Я нікого не критикував. Кабана нема, їсти нема чого. Назовите границу информации про отсутствие кабана по прозвищах. Не помню. Память херня. Назовите границу информации про отсутствие кабана по прозвищах. Не помню. Память херня. Назовите границы информации про отсутствие кабана по прозвищах. Не помню. Так значит, кабан будет? Дома. Буде. Хочу сказать щирий дякую керівництву нашей любимой Груздівщини за то, что организовали для нас такое цудовное свято и каждый день клопотятся про нас. Тут просто чаровная атмосфера, выбитные музыки и самые лепшие люди региону. Я вельми рада, что у меня есть магчымасць прысутнічаць на гэтым свеце. На гэтым свяце.
Чароўная атмасфера, выбітныя музыкі і самыя лепшыя людзі рэгіёну. Я вельмі рады, што ў мяне ёсць магчымасць прысутнічаць на гэтым свяце. Уважаемые громадяне, мы рады видать вас на традиційній святі Бабана, на якій продемонструємо кожному з вас могутний ідеологічний і витворчий потенціал Русівщини. У м'якучі хлопці ми виконуємо усі закладені Міністерством статистичної стабільності лічби и на высшем уровне забеспечиваем ясную справодачу для вышестоящего руководства. Мы презентовали насельництву необходный материал для функционирования на оптимальном уровне жильчом важных показателей, как каждый из вас мог эффективно pracować на дальнейшую стабильность нашего виднейшего региона. Наш светлый шлях демонструет правильность обраны керовництва региона Великий и является узорным для низших форм функционирования державной системы. Мы забеспечиваем насельництво солью, хлебом, цукром, неготовыми наименованиями мясо-молочной продукции, необходной для штурмного выкрестания опыткой и гигиеничными сроками. Мы разрешили запланованные в этой теплотце показчики на оптимальные для забеспечения эффективной статистики личбы. Русевчан, ты присутствуешь на важном мероприятии, якое демонструет мощный потенциал нашей родины. И тому громадяне приготуйся отримать знак подяки за подтримание стабильности региона, великий подарунок от русских родов. Русевчане, памятный от плоти керовництва региона Кочеве. Памятный проходе, як день и ночь яно забеспечивает подачки и дает справоздачу центр. У минулым году мы выдали план по молоче на 102,1%. Все склады цукровым бураком на 120,3%. А РАПС будет кормить Грузчевский район на 3,4 больше за запланованные линии. Мы сеем, жнем, пяшем и кормим тебе, громадяне. Кожны на этой свете могут выжить у наших коровных край, pracować, годовать детей и насолодживаться счастьем зразумело и прогнозованного в военных документах основания. Памятный про то, як кожный день про тебе думает твой керовник, як он кладется спать и прочинается с думкой про тебе и про лёс региона. Будь ему вдячны, дорогие русевчане, за забеспечение права на чистых улицах города, за счастливое отчувание руку светлую лучшую. Да сустрэчу мёй, громадяне.